Бизнес на клубничке. В следующем сюжете мы расскажем удивительную историю программиста, который бросил работу и кардинально сменил вид деятельности. В самом начале пандемии мужчина уже собирался уехать на постоянное место жительства в Китай. Однако не успел из-за закрытия границ. Обосновавшись в деревне, новоиспеченный предприниматель начал выращивать клубнику, причем тоннами. О том, с чего начать и как найти себя, в материале Артура Шамсутдинова. Тут представлены из Голландии Флёр. С этой стороны у нас из Италии Альба, Азия и, самое главное, Клерий. По сортам клубники можно смело перечислять страны и континенты. Как раз когда границы полностью закрыли, Владислав Ананьев и начал экспериментировать на собственных грядках. На каждой отдельная разновидность ягод. Причем зарубежные оказались ничуть не хуже местных. С одних урожай собирают раз в году, другие плодоносят в течение всего сезона. Я сейчас сорвал. Через месяц они дадут тоже урожай. Общий сбор где-то, наверное, за сезон у нас выйдет с куста где-то около килограмм минимум должен быть. Пандемия и подтолкнула мужчину кардинально сменить род деятельности. Работая программистом, он вместе с семьей уже готовился переехать в Китай. Правда, неожиданно границы закрыли. Пережидая первую волну в деревне, Владислав здесь же решил остаться. На тот момент выращиванием клубники в гораздо меньших масштабах занимались его родители. Тут-то и пришла мысль подключить к делу высокие технологии. Оптимизировать торговлю, вывести этого все в интернет, войти, и это все помогает. Плюс я же не только работаю, мы с агрономами работаем. Они тоже работают с программами, то есть, я же говорил, у нас здесь проводились анализы, проводились экспертизы, то есть, это все тоже на приборах, это все специальные программы тоже просчитываются, сколько чего, как это все. Здесь красота, хорошо, природа, и все, я уже не смог никуда уехать. На грядках в основном трудится вся семья. Помогают жена, сын и младший брат с сестрами. Есть и несколько наемных рабочих из числа деревенских. Правда, в такую жару днем в хозяйстве обычный перерыв. Аномальная жара не лучшим образом сказывается на качестве урожая. Листья перегреваются, ягоды становятся меньше. Чтобы снизить потерю влаги, кусты начали укрывать специальной сеткой, которая к тому же спасает от прожорливых птиц. Часть урожая выращивают в собственном огороде. Еще несколько соток земли взяли в аренду. В ближайшее время целую клубничную плантацию намерены обустроить на участке в 5 гектаров. Вы не отговаривали его от поездки в Китай? Конечно, отговаривали. Работать же в деревне можно. Какой-то бизнес вот. А сейчас самое время вот этой ягодой, вот смотря вот 2-3 года оно будет вот как прибыльный бизнес, считай. За прошлый год мужчина собрал около 300 килограммов урожая. В этом рассчитывает не меньше 2 тонн. Сейчас Владислав уже начал оформлять документы на собственное крестьянско-фермерское хозяйство. В этом случае он сможет рассчитывать на господдержку, ну а проблем с реализацией быть не должно. Сладкая ягода всегда пользуется спросом. Артур Шамсутдинов, Шамиль Каримов и Артур Галеев. Новости. Аургазинский район.